Но на Северном Кавказе существуют годами, десятилетиями конфликты, которые тлеют, и в этих конфликтах русское население не участвует. Например, осетино-ингушский конфликт. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили мои коллеги об этой непростой ситуации. У меня тут дом по Длиннодолинской 24. Вот они хотят снять его. Вы как к этому относитесь? Отрицательно. Очень это. Ну, вот сразу видно, что отрицательно. Не, ну, Зарплату за что? за что платят? Ладно. Не, ну, слушай. Правозащитника Руслана Парчиева не пустили в бывшее ингушское село близ Владикавказа. Это зона вроде бы потухшего осетино-ингушского конфликта, бушевавшего в начале 90-х. Тогда погибло около 1500 человек, и еще десятки тысяч стали беженцами. Бои в прошлом, но ингуши считают, что у них отняли родную землю. Парчиев помогает людям возвращать и землю, и дома. Вот эти два села, которые находятся за вот этим шлагбаумом, объявились водозаборной зоной. И туда не пускают. Ну, не пускают, как вы сами могли убедиться, вот именно тех, кто там проживал, а именно жители ингушей. Ингуши были большинством населения этого района Северной Осетии. Сейчас больше осетин. Сам конфликт уже давно не на улицах, а в судах. Людям предлагают компенсацию за потерянное жилье при условии, что они не будут возвращаться. Но беженцы хотят и деньги получить, и землю вернуть. Мечта, ну, человек, видно, уже не рассчитывает долго прожить, чтобы здесь скончаться. Ну вот, как получится, не знаем. Здесь уже давно не стреляют друг в друга. В селе Карца ингуши вновь живут рядом с осетинами. Но и для одних, и для других ничто не забыто и никто не забыт. У меня убили двоюродного брата. Он вот отсюда именно. Он выехал на моей машине, доехал до Октябрьского. Там его остановили и убили. Правозащитник повез нас на небольшое кладбище, где похоронены погибшие в столкновениях ингуши. Оно как символ пропасти между двумя народами, которая никуда не делась. Каждый дом здесь имеет свою военную историю, и каждый может рассказать о своей личной войне. Я на кладбище боюсь идти, кладбище. Понял? Вот когда наш Пасха бывает, тогда милиция приезжает, там милиция стоит. Человек 8 охраняет тебе, чтобы тебя не убили там. И те, кто боятся возвращаться, и те, кому просто некуда возвращаться, уже 2 десятилетия ютятся в лагере для беженцев в Ингушетии. Туча небо кроет. Давай. Туча небо кроет, солнце не блестит, ветер в поле воет. Давай. Дождик моросит,